2 и 3 марта в Якутии прошел ежегодный масштабный гражданский форум «Человек труда. Новые вызовы и возможности». Лидеры общественного мнения, активисты, общественники и федеральные эксперты в течение 2 дней обсудили вопросы занятости населения, создания условий труда в арктических и сельских территориях, проблему развития местных товаропроизводителей и поддержки некоммерческих организаций. Не обошли вниманием и тему подрастающего поколения, а также ряд других вопросов, связанных с главной темой форума. Гражданский форум, который проводится уже 11-й год, объединяет тысячи неравнодушных жителей республики. В этом году он организован Общественной палатой Якутии и региональным министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Эта площадка очень нужна тем общественникам, которые многие годы занимаются именно в интересах жителей республики и, конечно, стараются добиваться тех решений, которые улучшат жизнь наших жителей. И вот начиная с 2012 года и в 2012 и 2013 годах гражданские форумы организовывались по зонам. Это южная группа улусов, Заречная, Вилюйская и так далее. И, конечно же, этот формат был, с одной стороны, очень правильным, потому что на местах уже конкретно по направлениям могли уже высказаться наши общественники перед властью, потом ставить вопросы для того, чтобы решались конкретные вопросы. И это очень здорово, потому что действительно никому же знать те актуальные вопросы, проблемы, кто живет на земле, работает там на местах. Но теперь гражданские форумы проходят в столице региона по объявленным главой республики или президентом страны годам. Тематика этого года – «Человек труда». Сегодня, насколько, скажем, человек труда имеет те условия, те возможности, которые ему предоставлены, и в будущем, что необходимо сделать, принять, какие решения, для того, чтобы действительно ему было комфортно, чтобы каждый человек, который трудится, имел бы именно ту работу, которая для него предназначена. Дискуссии прошли на 5 тематических площадках и были посвящены, в частности, финансированию гражданских инициатив, взаимодействию некоммерческого сектора и власти, а также продвижению отечественных товаров. Всего на форуме приняло участие более 1000 общественников со всей республики. На самом деле гражданский форум – это уникальное мероприятие для общественности республики, потому что есть возможность, и мы всегда приглашаем, чтобы со всех районов приезжали в Якутск, чтобы услышать мнение. Мы, конечно, организовываем онлайн-трансляции, но вы понимаете, что очное участие – это совсем другой уровень, есть возможность обменяться мнениями, получить обратную связь. Одной из основных тем форума стала дискуссионная площадка «Достойный труд. Основа благосостояния человека». В ней приняло участие свыше 70 человек. Это представители органов власти, предпринимательских экспертных кругов, общественных организаций. На этой площадке будут рассмотрены вопросы, направленные именно на совершенствование тех процессов, которые сегодня у нас есть в социально-трудовых отношениях. Это вопросы и оплаты труда, вопросы охраны труда и многие другие. Министр труда и социального развития Елена Волкова, представляя план проведения мероприятий Года труда, отметила, что одними из самых важных факторов для сохранения здоровья работников являются безопасные условия труда, внедрение и развитие корпоративных программ по сохранению и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников на рабочих местах. Комплексная программа по улучшению условий и охраны труда в Якутии продлена до 2025 года. Продолжается работа по внедрению принципов концепции нулевого травматизма. По видеоконференц-связи также подключился московский эксперт, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все стороны социального партнерства – государство, бизнес, общество, профсоюзы – регулярно проговаривали имеющиеся проблемы и совместно определяли оптимальные пути решения. Профсоюзы, по его словам, предлагают, чтобы институт наставничества на предприятиях дополнительно оплачивался. Рассмотрены новые роли и возможности участия в грантовых конкурсах для решения социальных проблем. В рамках дискуссионной площадки актуальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе и на федеральном уровне. Президентские гранты – гранты главы Якутии. Стоит отметить, такие мероприятия дают возможность приглашать федеральных экспертов высокого уровня. Почетной гостью форума стала Светлана Маковецкая, эксперт Центра грани, консультант и разработчик многих федеральных нормативно-правовых актов по некоммерческому сектору.
примеру. Как отмечают специалисты, ее опыт бесценен. Она провела для участников объемный 4-часовой мастер-класс. Некоммерческие организации уже не маленький шаловливый подросток, а вполне себе зрелый юноша, этот сектор, который может решать очень многие важные задачи сейчас, и, собственно, мы на это обращали внимание. Еще один аспект, который мы собираемся обсудить, это все связанное с мерами поддержки некоммерческих организаций, регулярными, антикризисными, новыми. Также во время работы площадки обсуждены векторы развития на федеральном уровне у некоммерческого сектора, потому что якутские НКО активны и нуждаются в развитии на федеральном уровне, чтобы достойно представлять республику. Светлана Маковецкая подчеркнула, что в Якутии хорошо развивается проектная деятельность. Вы в топе, ваша система, там, по-моему, вы топ-6 по поддержке, по тому, каким образом развивается ваша проектная культура и так далее. И последнее, о чем мы можем поговорить, это, по-моему, самая сладкая вещь. Что происходит после того, как реализован проект? Мы будем говорить о том, как, реализовав проект, не потерять организацию. Существуют ли какие-то советы, или, как сейчас говорят модные слова, лайфхаки, так, чтобы не перессориться, приобрести новых друзей? На второй день форума глава Якутии Айсен Николаев встретился с экспертом. На встрече обсудили участие организаций от республики в конкурсах федерального значения. Стороны отметили большой потенциал некоммерческого сектора региона. Ключевыми темами дискуссионной площадки «Сделано в Якутии, сделано в России. Выбираем свое» стали вопросы поддержки местных товаропроизводителей, концепции развития якутского производства и перспективы регионального фонда развития промышленности. Сегодня мы должны услышать друг друга. Это наша самая главная задача. У предпринимателей, безусловно, очень много проблем, начиная от вопросов налогообложения, заканчивая вопросами подготовки кадров. Сейчас необходимо обратить особое пристальное внимание именно на развитие предпринимательства в сельской местности, в арктических районах. Айсен Николаев во время пленарной сессии сообщил, что в сложнейших условиях якутяне обеспечили рост промышленного производства, достигли рекордных показателей в добывающих отраслях, развивают несырьевые инновационные индустрии. В сложнейших экономических условиях стойкими бойцами себя показывают наши предприниматели. Ни пандемия, ни санкции не сломили их стремление масштабировать свое дело и обеспечивать работой все больше людей. Уверен, что сегодняшний день – это время предпринимательства. По силе вызовов, по перспективам, в рамках импортозамещения есть все возможности сосредоточиться на развитии собственного производства. И эти возможности должны быть использованы, в том числе и в вопросах социальной предпринимательства. Кроме того, в рамках гражданского форума организовано республиканское собрание матерей на тему «Национальная стратегия в интересах женщин. Услышать каждую». Активные женщины-мамы, которые успешно совмещают свои семейные обязанности и трудятся в различных отраслях, обсудили насущные для них вопросы и внесли предложения по реализации плана национальной стратегии в интересах женщин до 2030 года. По итогам этого собрания должны быть выработаны основные направления реализации этой национальной стратегии в интересах женщин, чтобы большинство мам успешно могли совмещать и материнство, и трудовую деятельность, могли реализовать себя во всех сферах жизнедеятельности республики и, конечно же, во благо республики. Здоровье женщин, воспитание девочек, профилактика социального неблагополучия. В течение дня по 5 группам делегаты из районов республики ознакомились с проектами, направленными на повышение роли женщины в обществе. Я как женщина, как мать, понимаю, что это настолько глобальная фраза «услышать каждую». Но чтобы услышать каждую женщину, нужно, чтобы эта женщина имела возможность сказать. И сегодня на нашем мероприятии собрались более 150 самых красивых женщин, умных, с горящими глазами. Гражданский форум завершился пленарной сессией. На мероприятии Айсен Николаев вручил в преддверии Международного женского дня 9 якутянкам знаки «Материнская слава» 3 и 1 степеней. Помимо этого награждены победители грантов главы республики на поддержку мероприятий местных бюджетов, направленных на развитие территориальных общественных самоуправлений. Победители были объявлены по 3 категориям, всего 15 районов. Этот грант мы планируем использовать в работе с общественностью, с общественными организациями, ТЕЛьбе. У себя в районе проведем конкурс
И победившие Тюльба получат эти средства, и эти средства пойдут на улучшение жизни людей в Тюльбе, конкретно в округах. Очень хорошо, что вот такие гранты начали проводить с прошлого года. В прошлом году мы тоже грант главы по ТОС тоже получили, поэтому это дает стимул населению, стимул руководителям Тюльбе. Гости и модераторы дискуссионных площадок выступили с итогами по своим направлениям и выработали предложения и рекомендации для гражданского общества, органов исполнительной власти. Я прошу Общественную палату республики, которая является инициатором данного форума, провести итоговую сборку всех предложений и инициатив, представить в мой адрес и уже итоговый документ. Все они будут проработаны и приняты к рассмотрению и учтены обязательно в нашей дальнейшей работе. Результаты дискуссий найдут отражение в итоговой резолюции форума. Также она будет включена в ежегодный доклад Общественной палаты Якутии о состоянии гражданского общества в регионе.